Добрый день, это мы снова в эфире. Шумбрат или Шумбрадада, наконец-то мы дождались вновь нашей встречи. А что это ты так неуверенно поздоровалась, да и в двух вариантах? Просто сегодня мы изучаем культуру, язык и традиции коренного народа Мордовии, а у них, можно сказать, два языка на одну республику. Я вижу, ты, как всегда, подготовилась к съемкам. Обижаешь, я и для тебя все подготовила. Тебе осталось только мне помогать. Я согласен. Отправляемся в путь. Знакомиться с мордовской культурой. Программа «Это мы» рассказывает, как дружно живут народы в Башкортостане. А их у нас целых 160. Каждый раз любопытные ведущие отправляются в путешествие по культуре и истории одной из народностей. Будет полезно, вкусно, звонко, нарядно и, конечно же, интересно. В Республике Башкортостан мордовское население составляет более 26 тысяч человек. Наиболее компактно мордва проживает в Белебеевском, Бишбулякском, Давлекановском, Дуванском, Ермекеевском, Кармаскалинском, Кугарчинском, Стерлитамакском, Федоровском и Чешминском районах. Мордовский язык преподается в 13 школах нашей республики, но мы пошли дальше. Мы отправились в село Новые Сули, чтобы поближе познакомиться с культурой мордвы. Село Новое Сули образовалось в 18 веке. Тогда мордва и начала массово переселяться на башкирские земли. Говорят, что именно Спирин Спиридон был инициатором того, что мордва обосновалась именно здесь, в Ермекеевском районе. Он перевез сюда всю свою семью из Самарской губернии. Его примеру последовали и другие, и к 1806 году здесь было уже 86 дворов. Когда я готовилась к этому выпуску, я выяснила, что мордовский состоит сразу из двух языков – макшанского и эрзянского. Одна я тут точно не разберусь, мне нужен эксперт. Мордва говорит на двух близкородственных языках – макшанском и эрзянском. Они относятся к финно-угорской языковой семье. Разделение произошло, видимо, потому, что мордва расселена очень разрозненно. Лишь 1/3 мордвы живет на территории Республики Мордовия. Посмотри, ничем не отличается от русского алфавита. Такие же буквы, гласные такие же, согласные. Как и в русском языке. Да. Только я не понимаю, почему «а» – петух. А потому что атякш по-мордовски. Я тебе напишу. Атякш. Буквы русские, а слова мордовские. В – теленок. По-русски теленок. А по-мордовски ваз. 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 Б – баран так и будет. Так и будет баран. И Д – дыня тоже так и будет. Тоже так же будет дыня. Вообще мордовский язык, он делится на два языка. Это мокшанский и эрзянский язык. Мы изучаем эрзянский язык. И в нашей деревне живут в основном эрзя. Макшанский и эрзянский – это совершенно разные языки. А как на эрзянском будет «здравствуйте»? Шумбрачи или шумбратадо. Вообще это переводится шумбрачи – добрый день. А в нашем селе говорят здоровьте. А почему у вас в селе по-другому? Но в основном слова уже обрусили. Вот, например, спасибо – спасибо. Спасибо. Здравствуйте – здоровьте. Ну, до свидания мы тоже говорим «до свидания». А фактически «до свидания» не так. На эрзянском языке «до свидания» ванстумазунок. Ванстумазунок. Для эрзянского языка основой стали диалекты ордаторского и алатырского районов. В эрзянском языке нету рода, то есть он, она. Он будет сон, она будет тоже сон. Одинаково. Одинаково. Потом, например, она читала сон ловнось. Он читал сон ловнось. Просто местоимение обратно нужно будет заменить существительным. Сон – это подразумевается девочка, и сон – мальчик. Мальчик читал «чёрынесь ловнось», девочка читала «девкинесь ловнось». Еще следующая особенность. В мордовском языке очень много падежей, около 16 падежей. Так много? Да. А в русском языке всего лишь 6. Ну, детям, конечно, грамматика дается очень трудно. В основном они разговорный только знают. А грамматику, изучали.
Но детям интересно изучать было литературу, культуру своего народа. Язык они знают с детства. Но изучать грамматику – это очень сложновато. Неоднократно хотели соединить макшанский и эрзянский языки в один, но мордва отказывалась изучать его. Я хочу поговорить на мордовском языке. Давайте попробуем выучить основные фразы. Допустим, спасибо, пожалуйста, до свидания. Спасибо будет сюк-пря. Сюк-пря, так? Сюк-пря. 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 Пожалуйста. 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 До свидания. Ван сто мазунок. Ван сто мазонок. Ван сто мазунок. До скорого свидания переводится. Ван сто мазунок. Пожалуйста, я уже выучила. Это легкое слово. Почти все мордовские фамилии возникали из отчеств. В мордовских языках очень сильно словообразование. Читать по-эрзянски легко, все буквы знакомы. Но вот выучить 16 падежей – это непросто. Сюкпря, ванстомазанок, Валентина Ивановна. Пожалуйста, ван сто мазунок, Жасмин. Уфа расположилась на берегах сразу двух рек – Белой и Уфимки, а вот Сарань, столица Мордовии, уютно расположился по обе стороны одной реки – Инсар. Мордовия – республика в составе Российской Федерации, находится в центре европейской части России, входит в состав Приволжского федерального округа, площадь 26 128 квадратных километров, где проживает 807 453 человека. В Башкортостане много заповедных мест, они все у нас на слуху. А знали ли вы то, что в Мордовии тоже есть заповедник и немалых размеров? Расположился Мордовский государственный заповедник имени Петра Свидовича на северо-западе республики, в Темниковском районе. Практически вся его территория покрыта лесами, примерно половину из которых занимают сосновой. Здесь произрастают деревья в возрасте 140-150 лет, и даже встречаются великаны возрастом более 300 лет. В Башкортостане главным музеем считается национальный, а в Мордовии известен музей имени Степана Эрзи. Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени Степана Эрзи является не только крупнейшим культурным центром республики, но также одним из самых значительных музеев Поволжья, национальной сокровищницей Республики Мордовия. Основу и центральную часть коллекции составляет произведение двух гениев Мордовского края – Степана Эрзи и Федота Сычкова. Республика Мордовия известна своими спортсменами, олимпийскими чемпионами, такие как Алексей Немов, Петр Болотников, Ольга Канискина. Этот список можно продолжать дальше, но если вам интересно, вы можете посмотреть в интернете. В прошлом мордовские красавицы тратили на одевание несколько часов и даже не могли сделать это без чьей-либо помощи. Все потому, что праздничная женская одежда имела большое количество элементов. Основой национального мордовского женского костюма панар – рубаха без воротника, похожая на современную тунику. Она была щедро украшена вышивкой и подпоясывалась. Обычно пояс был изготовлен из натуральной шерсти и имел по концам кисти. Сверху панара женщины надевали сарафан. Поверх рубахи также могли носить руцю. Мордовские национальные костюмы имели и черные безрукавки, которые были приталены и украшались большим количеством оборок сзади. Как и у многих народов мира, у мордвы различались главные уборы замужних и незамужних женщин. Девушки чаще всего носили повязку, а вот этот головной убор носили замужние женщины. Посмотрите, сколько здесь разных элементов. В праздники девушки надевали пехтим – шапочку, украшенную бумажными цветами или бисерной бахромой. Шапочка-венец из монет была распространена в некоторых регионах. Замужние женщины обязаны были полностью скрыть волосы. Чаще всего они носили панго – высокие головные уборы. Они были твердыми и имели коническую или прямоугольную основу. Чаще всего они носили панго или сороку – высокие головные уборы. Базовые цвета национального мордовского костюма – это красный, белый и черный. Самыми популярными были височные украшения. Они изготавливались из монет, бисера и пуха. Налобные украшения бахрому из перьев селезни очень любили мордовские девушки. Нагрудные украшения очень разнообразны. Это всевозможные бусы, ожерелья, воротники и сетки из бисера.
Наручные украшения, браслеты и перстни. Орнаменты указывают на место проживания. В Ермекейском районе нашей республики представители мордвы более предпочитают красный и черный цвет вышивки. Рубахи, которые носились каждый день, ткались из грубого конопляного волокна. Праздничный вариант панары изготавливается из льняной ткани. Такую рубаху никогда не заправляли в штаны, а лишь подпоясывали. Пояс чаще всего был кожаным и украшался пряжкой из металла. К пряжке крепился специальный щиток, который был украшен камнями. Пояс носил не только декоративную функцию, он был также отличительным знаком воина. Также к поясу прикреплялось оружие. Помимо панара у мордовских мужчин в обиходе была белая расписная рубаха, называли ее мушкас или руця. Костюм мордовских мужчин очень напоминает костюм русских молодцев. Рубашка косоворотка. И вот такой вариант тоже возможен. Какая же традиционная мордовская кухня без печи? Интересно, как мы выкрутимся в 21 веке? Мясо используется в основном говяжье и свиное, изредка баранина. Пользуется спросом блюда из птицы, из мясных субпродуктов. Любимое национальное блюдо – щи на курином бульоне из свежей капусты. Популярны также блюда из рыбы. Мясо и рыба готовят преимущественно в натуральном виде. Мордовская культура сдержанно относится к острым специям, уксусу, горчице и прочее. Зато применяют много всевозможных солений и квашений. На гарнир идет в большинстве случаев картофель. Пользуется популярностью подовый, ржаной или пшеничный хлеб. Молочные продукты очень своеобразны, обладают неповторимым вкусом, как, например, чупамо лоса. Густой, вкусный, кремового цвета напиток. На десерт подают фрукты, кисели, компоты. Людмила Николаевна, давайте поговорим о национальной мордовской кухне. Все готовится в печи, томление идет. И, в основном томление, да, вот это, что все у нас томится в печи. Раньше готовились все в печах, и все это томилось у нас. Во многих блюдах еще используется у нас сало. Сегодня мы будем национальное блюдо готовить, это называется чомарат. Это те же самые разновидности галушек, только у нас оно идет с салом. Давайте приступим к готовке. Что нам понадобится? Нам понадобится мука, соль, яйцо. Это для приготовления теста. Вот сюда в муку уже просеянную давай, бери нож, бери это яйцо и сюда вбивай. Вот. Солим, немножечко соли. Щепотку, да? Да, вот на кончике там это. Вот так вот, да, солим. Хватит, да? Да, хватит. Так, соль. И теперь водичку. И сколько воды? Наливайте, сейчас я вам это покажу. Наливайте. Так, хватит. Вот. Это все так вот размешиваем. Немножечко пролила. Ничего страшного. Размешиваем. А это количество, которое мы делаем, на сколько человек рассчитано? Это хватит на 5 человек. Ого. Мордовская кухня во многом напоминает русскую, благодаря тесной и многовековой дружбе двух народов. А какие еще есть блюда в мордовской кухне? У нас называется капстоям. Это называется щи. Почему оно считается у нас традиционным? Потому что оно раньше готовилось тоже в печи, в чугунке. Все ингредиенты ложились: мясо, капуста, морковка. Вот когда оно варится мясо, оно там томится в печи, все варится, вот эти все хорошие с косточек, вот это все выходит, все вот это там, оно долго, и все получается томленое блюдо, очень полезное, там без всяких зажарок, без ничего. Тоже много национальных блюд, это сюкоро называется. Сюкоро – это такие лепешечки, очень вкусные. Каймак – это пирог с творогом. Напитки у нас поза – это квас. Тоже так же делали, и вы тоже закваску делали тоже в печи. Тоже томили, все это вот делали, все это тоже. Вся суть у нас томление в печи. Вот очень вкусно. Самые распространенные блюда – это щи из свежей капусты на мясном бульоне, а также каши из различных круп, картофель. Итак, наше тесто готово. Что мы теперь будем делать? Так, теперь мы будем делать вот. Берем мы тесто, режем, делаем вот такую колбаску. Теперь режем вот на такие вот кусочки. Вот такие вот. Вот так. Да. Вот теперь режьте. Все. Вот теперь берем. Вот так вот переворачиваем. Вот так вот. И вот так вот делаем дырочки. Попробуйте. Это для того, чтобы нам положить сало. Теперь затем берем вот мы сало, кусочки. Это соленое сало. Берем сочень. Берем кусочек вот такой вот сала. Вот так вот берем. И вот так вот заворачиваем. Вот так вот. Прищипываем все это. Вот так вот делаем и ложим в муку, чтобы они не склеивались.
обвалим в муке, чтобы они не прилипали. Мгм. Вот. Сейчас мы еще А сделаем. для чего здесь лук? Лук это положить, когда мы будем варить их, вот эти чумары мы когда будем варить, в бульон в конце режем полукольцами лук и добавляем туда. Мы сейчас все у нас мы сделали чумары. Теперь мы их обваливаем в муке. На, сама попробуй. Вот, обвалим хорошо в муке. Они такие мягкие. Да, пышненькие, мягкие. Ну все, вот мы их обваляли. Затем мы берем, теперь нужно нам их приготовить. Мы сейчас будем их готовить. Центральное место в национальной кухне занимают мордовские блины. Их готовят из пшеничной, пшеной, гречневой и гороховой муки с большим количеством яиц. Эти блины всегда очень толстые и пышные. Вот. Готовились они, горячие? да, горячие. Они готовились на 40 минут. Теперь мы будем пробовать их. Вот, Вкусно пахнут. вот. Вот в тарелочку. На пельмени похоже. Да, на пельмени похожи. И теперь сметанку. Теперь можно пробовать. Наше готовое блюдо. Горячее, потихонечку, не спешите. Очень необычно. С виду похоже на пельмени, а на самом деле на вкус совсем другие. Совсем другие, да. Мордва часто использует сало в приготовлении своих блюд. Мордовская кухня является одной из самых здоровых, потому что не терпит острых специй, уксусов, горчицы. Теперь, испробовав ее лично, могу сказать, что она еще является одной из самых вкусных. Народные промыслы любого этноса воспринимаются как лицо нации. Вот такую вот вышивку можно смело ассоциировать с Республикой Мордовия. Мордовская народная вышивка имеет свои отличительные особенности. В орнаменте широко применяются сетчатые узоры и сложные розетки, построенные на основе многочисленных вариантов ромбов. Орнамент из простейших геометрических фигур преобладает. Я сам никогда не вышивал, но видел, как много раз вышивали девочки из моего класса. Вы меня уж пожалеете, давайте что-нибудь попроще сделаем. Мы сегодня будем с тобой вышивать фрагмент мордовской вышивки. Вот у нас есть такая рубашка, детская рубашка с орнаментом, с мордовским орнаментом. Так, мы берем Вот это пальцы. заготовка, да? Это твой рабочий инструмент. Давай посмотрим орнаменты. Это вот мордовский орнамент, который у нас называется восьмиконечная звезда. Он изображен на флаге Мордовской республики. Подобная геометрическая вышивка распространена в Западной и Восточной Европе, на Кавказе, в Средней Азии и Западной Сибири. С чего мы начинаем? Мы начинаем с закрепления нити. Готовая канва, на которой можно вышивать. Что такое канва? Канва – это ткань для вышивания. Вот такая, да? Вот. Да, вот такая. Тут уже размечены ячейки, куда ты должен вставлять иголочку. Она только белая или она Нет, разных она цветов? бывает разных цветов. Но мы сегодня, чтобы Будем нам на было белой все работать, хорошо, было видно, работаем на белый. Вот отсюда у нас будет выход. Вот первый стежок пойдет отсюда. Я немножко отступаю, потом И просовывать, протягиваю сюда. Теперь мне ниточка должна быть потолще. Я вытаскиваю иголочку. И завязываете, что ли? Нет, Хорошо. Скрепляете, да? не скрепляю и заново вдеваю. Крестики все делаются в одну сторону. Ну, то есть нижняя нить в одну сторону идут, верхняя все в другую. В другую. Так, Давайте вы мне покажете пару крестов, а дальше я сам попробую. давайте покажем пару крестиков. Это, наверное, мордовские девчонки вечерами сидели, все это вышивали. Так было? Ну почему только девчонки? И мальчики Молодые тоже мальчики вышивают? Тоже могут вышивать, конечно. Ну, у нас совсем по-другому. У нас девочки вышивают, а мы строгаем дерево. Это очень увлекательное занятие. Если ты этим займешься, и тебе будет не оторваться. Вышивка имела не только эстетическое предназначение, но и являлась оберегом от нечистой силы. И вот так вот постепенно надо будет Первый. делать, да? Вот мы делаем крестик. Вот таким вот образом делается Таким крест. образом. Теперь у тебя Второй. должно пойти. Главное, чтобы я все хорошо запомнил. Главное не потерять направление. Да. А такую вышивку в основном только на одежде делают? Такую вышивку можно встретить и на салфетках, можно встретить на рушниках,
в мордовских домах на иконах обычно висят в углу вышитые полотенца расшитые. Там тоже встречается такая вышивка. Можно вышивать скатерть. Сейчас вы, получается, переходите уже к углу, да, Вот, соприкосновения? если бы ты меня не перебивала, мы уже перешли. Да? Ну, я такой разговорчивый. Вот я тебе сделала вот такой вот уголок, а ты сейчас будешь вышивать эти вот это дальше. Да. Так, Вытаскивай. вытаскиваю, потом... Крестик вытаскивай полностью нитку, потому что она у тебя зацепится, Ага, хорошо. запутается. Вытащил. Теперь ты делаешь наискосочек Вот крестик. сюда вот? Нет, вот сюда мы делаем большие крестики. Если бы мы делали мелкие, ты бы вышивал в я каждой понял, да. ячейке. Так, теперь- ты у нас двумя руками работаешь. Так, Одна дальше теперь... Теперь ты вставляешь вот сюда, чтобы у тебя получился Сейчас я крестик. иглу найду. Нет, выше. Вот. Вот. Сюда. Сюда. Вытаскиваю полностью. И дальше вот Тогда мы это лишнее уберем. лишняя нитка. И И сюда. вот сюда вот. Да. Первый крестик есть. Считалось, что если на изнанке много узелков и необрезанных ниток, то боги этого ремесла разгневаются и перестанут охранять дом рукодельницы от бед и злых сил. Ну, если понять принцип и как это делается, то в принципе это легко. Ну, Легко. но это займет какое-то время. И сюда ты точно должен в этот уголок, где у тебя предыдущий крестик закончился. Я иголку потерял. Она у меня где-то гуляет. А, я попасть не могу. Ты сейчас только говоришь, что это несложно все. Ну, я так Забирай свои слова обратно. Ну все, теперь вместо того, чтобы в онлайн-игры играть, я буду вечерами сидеть и вышивать. С течением времени вышивание в России стало настоящим искусством. Вышивкой занимались знать и монахи. Материалы были очень дорогими. Вышивали золотыми и серебряными нитями по бархату, шелку. Вроде неплохо получается. Мы вышили фрагмент национального мордовского орнамента, и теперь меня смело можно называть настоящим умельцем. Фольклор Мордвы богат и необычен тем, что в нем используются два языка – макшанский и эрзианский. И сегодня мы научимся исполнять национальную мордовскую песню о дружбе на эрзианском языке. Мордовский фольклор очень похож на русский, особенно народными песнями. За шитьем и рукоделием девушки часто любили затягивать лирическую песню, непременно на несколько голосов. Сегодня мы будем разучивать мордовскую песню «Эрзя Ялгат». А что означает эрзи янгат? Ялгат. Ялгат. Эрзя Ялгат. Это мордовские подруги. Такой перевод дословный. Поется акапельно. Мы даже считаем, что эта песня как не просто песня, а гимн мордовского народа, потому что слова такие: давайте объединимся, друзья Эрзя, и споем песню, и чтобы эта песня разлетелась и по широким нашим лесам, по лугам, чтобы все услышали эту песню и радовались ей. Мордва не имела официальной письменности до 1917 года. Это негативно сказалось на сохранении национального фольклора. Давайте разучим, какие там слова. Так, я сейчас первую строчку пока скажу словами, а потом пропою. Эрзя Ялгат, паро Ялгат. Эрзя ялгат, пара ялгат. Хорошо. И поется так. Эрзя Ялгат, паро Ялагат. 3-4 вместе. Эрзя Ялгат, паро Ялагат. Жасмин, мы тебе сейчас пропоем песню, чтобы ты поняла, что такое двуголосие. Хорошо. Эрзя Ялгат, паро Ялагат. Порнавтанок весь мазы моратанок. Вельгавай гесер. Кая тозо минек мороз. Вельгалай мевай
По-настоящему звонко мы сегодня попели. И, как оказалось, мордва очень дружный и жизнелюбивый народ. Их творчество это доказывает. Всем привет! Я хочу погулять с вами немного по нашему городу. Сейчас я нахожусь на площади. Площадь это называется Тысячелетие. Это у нас здание университета, самое высокое здание в республике. И сами это здание у нас библиотека университетская. Такой красивый театр у нас. Символ города нашего леса. И у нас есть такой мостик. Здесь можно загадать желание. Сейчас попробуем здесь что-то у нас, что выйдет. Так, мне выпала любовь. Такая лиса. С каждым нашим выпуском все интереснее и интереснее. Я до сегодняшнего дня не знал то, что в Мордовии говорят на 2 языках в одно время и похожих, и разных. А я не знала, что раньше ювелирное искусство в Мордовии было чисто женским ремеслом. Зато мы знаем практически все об этой удивительной культуре. Вот какие народы населяют наш родной Башкортостан. Это мы. Это мы, жители большой страны. Востамазонг, не Амазонг. Не Амазонг.